как-то неохотно. Дым идет. А, нет, все нормально. Дым пошел. Все классно. Тулан уже сушит себя. Его тоже на цепь посажу. Вот это все сейчас скошу. Все, порядок приведем. Чайник поставим. Будем сушиться. Штаны сырые все. Просто сырость потела. Все, пошла жара. Сейчас будет тепло, хорошо. Рано, конечно, сапоги я раздел, но давайте сходим к озеру. Посмотрим. Ну, вода хоть немножко есть. Вода есть. Да, блин, с такой погодой. Ух ты, тут завалы, ребят. С корнем все вывалило, свалило, то есть. Ну, это в следующий раз, как приедем, ну, на лодку уже привезем пилу, все это дело, это все придется спилить. Вон, капец он. Тропинка, все. Хлам. В завалах. Приходится низом так пройти. Опа! Шляпа. Чуть не осталась там на ветке. Тулан хорошо прошел. Ой-ой-ой, беда. Воды нету. Даже я не знаю, как я буду набирать тут воду. Капец, все высохло. Озеро высохло реально. Тула, не ходи туда. Муть поднимешь. На. Да. Дожили. Осадков нету. Воды нету. Капец. Капец полный. Я не знаю, вообще воды нету. Дно там 10 сантиметров. Да. Если с лодки вон оттуда набирать, вон, где вот листва идет. Ветер толкает. А здесь просто трава вся. Трава. Ну, хоть пол ведра, если где-нибудь хапну, и то ладно. Да. Ну-ка, Тулан. Вот здесь в прошлом году тоже набирал. Вот тут. Ой. Опа. Фу. С листвой, но зато добыл воды. Опачки. Будем обратно подниматься. Неприятно, конечно. Очень неприятно. Опа. Но это ведро мне хватит до завтра. Я переночую здесь. И завтра уже обратно пойдем. Другими путями тоже. Другие места проверим. Сегодня, где шел я, конечно же, по одному и тому же месту ходить не стану. Листва все, блядь. Мусор немножко. Много это. Макароны сварю там, чай скипятим. Приготовим что-нибудь. Поужинаем. Вкусно и плотно. Корнями. О, блядь. Повалило. Корнями повалило. Сильный ветер, наверное, был тут. Да и сейчас в эти дни сумасшедший ветер был, блядь. 16-18 метров в секунду. Ненормально. Очень ветрено. Того и бойся, чтобы ничего, никакое дерево на избу не упало. Оно шатает, деревья высокие. Особенно сосны вот эти. Капец. А, смотри. С печкой, с дымком веселее. Най. Отлично. Здесь оставлю вот. Такс. Ладно, буду обживаться, ребят. Сейчас скошу это все дело и включусь вам.
Немножко скосил вокруг избы и возле будки там Тулана. Он бездельник уже отдыхает. Я сейчас подкинул 2 полена и, наверное, уже буду готовить. Вот. В принципе. Дальше уже там, в следующий раз, когда приеду, уже займусь. Будничные вот такие таежные дела вот буду заниматься. Все это скошу там, баню затопим, попаримся. А сегодня вот это у меня быстрый поход. Понимаете? Я вышел на охоту и здесь оказался, и в планах у меня где-то что-то делать нет. Я просто здесь и буду отдыхать, чтобы дальше набраться сил и завтра дальше охотиться. Вот. А бытовые вот таежные дела, что останутся вокруг избы, там, это все впереди. Еще вы увидите. Смотрите, смолистая чурка там начала там как паровоз дымить. И трубу надо почистить еще. Надо очиститель трубы, как это сделать. Пока не знаю как. Вот. Ну, примерно так. Вот такое начало. Такой вечер. Взял опарыш, думал еще порыбачить. Ну нафиг нет. Если время будет, я еще схожу. Лучше где-нибудь посвищу рябчика без собаки. Если она есть. Вот. Пока вот такая погода. Что-то совсем изменилось. Безоблачно. Ну, листвы до хрена еще, вот видите. Золотая осень продолжается. Вот когда я приеду, наверное, этой листвы уже не будет. Вот за озером, которые вот березы стоят, там уже без листвы. Вот запомните, следующий приезд, какой у меня здесь, какой вид будет. Здесь все еще, смотрите, листва вот здесь на деревьях, и там вон, на иве там, и за озером береза вся в листве. Вот. Пока не знаю, вот. Ну, может, через недельку я здесь буду уже охотиться. Вот. Примерно через неделю приеду. Так вот. А это так, тоже охота. Считай, тоже охота. Штатива нету нормального. Поставил на полку свою камеру и немножко хочу чай попить с вами. Разовый. Сюда тоже заварил. Сразу 4 пакета. 4 пакетика. Это вместо заварки у меня будет там. Ну и здесь еще один. Вот. Чай буду пить. Такой сыр голландский взял. И чуть позже еще макароны приготовлю с консервом. В сковороде быстрее макароны сделаю. Не буду заморачиваться с готовкой. У меня где-то еще до того, как солнце сядет, ну, примерно еще час времени есть. И собаку я оставлю. Он уже как бы на поводке сидит. Ну, лежит даже, отдыхает в будке. Без собаки схожу, еще рябчика посвищу. Вот. 2 рябчика я выпотрошил. Все внутренности отдал Тулану. Еще хлеб дал. Там у меня, знаете, в амбаре еще черный хлеб. Как сказать, старый хлеб оставалось. Хлеб он не съел. Да и он мало ест вообще. Тоже для него приготовлю что-нибудь из хлеба быстрое. Вот. Отдельно кашу варить сегодня я не стану. Ну и голодным его не оставлю, конечно же. Вот. Вот и все. Вот так проходит первый день. Позвонил сейчас домой. Как бы сказал, что я в избушке. Дошел нормально. Жив-здоров. Все равно, когда дома ждут, тоже ждать очень тяжело. Нервничаешь, и я это прекрасно понимаю. Так что лучше позвонить, предупредить,
случае что там, может там задерживаешься, или еще какая-то причина, там что-то, чтобы знали. Это несложно. Как же здорово снова в избе. Как-то непривычно. Вот я немножко даже и подзабыл, что вот как у меня все весной мы вот делали вот это дело, ремонт пола, вот это. Все как-то я уже подзабыл. Как доски вот ложил, как стояли доски, вот совсем забыл я. Вот. Утепляться не стану пока сегодня. Без утепления в избушке тепло, двери всегда открыты, буржуйка греет хорошо. Заготовлю еще дрова на ночь, там, чтобы ночью вставать, подкидывать. Ну, 1-2 раза, может, стану. Все равно я не так крепко сплю. И точно мы не замерзнем. Вот на заднем фоне у меня все раскидано. Матрас так приподнят, это чтобы он нагрелось. Потому что матрас ледяной сейчас. И вот зимой особенно, когда приходишь, он ледяной, ты вот ляжешь и просто насквозь проходит этот холод. Сейчас немножко подсушу вот эти портянки. Портянки из нетканки, они быстро сохнут, потеют, но они теплые. Поверьте, нетканка, она для портянки неплохие. Прям жарко ногам. Вот, что еще? В принципе, вот так первый раз я вот до осенней охоты прихожу там, но вот просто душа просит, вот просто ходовой охоты мне не хватает. Вот хочется просто бродить, поэтому дай, думаю, схожу, потому что на улице еще тепло, чтобы уже подняться на лодке и вовсю там охотиться, там жить здесь, это рано еще. А если приехать на неделю или на 10 дней, там надо хранить дичь. И в теплый день просто, ну, сами понимаете, хранить тяжело. Даже, может, и мухи там еще летают, или же, ну, испортится. Просто птица испортится. Или рыба там, если поймаешь. Надо чуть-чуть, чтобы прохладнее было. Сегодня даже вот шел, сейчас последние километры, мне даже жарко стало. И хочется, и лень, блин, уже. Но, наверное, все равно схожу. На вечернюю зорьку, может, какой-то рябчик еще свистанет. Здесь возле избы сейчас свистел, там вообще тишина. А бывало так приедешь, блин. Везде рябчики, кругом свисты, свистят там. Прям так здорово. А сейчас тишина. В конце мая, значит, я здесь был, я в тетради почитал, там выехал 1.06, это 1 июня отсюда я, значит, в конце мая я сюда приехал, отремонтировал избу и уже обратно поехал. Вот, ладно, ребят, все. Как дальше будет, включусь, покажу, поснимаю. Если пойду на охоту, еще, может, охоту поснимаю. Если я здесь буду, то уже здесь поснимаю. А макароны это быстро готовится там. В принципе, не проблема. Сыр, как всегда, вкусный. Он мягкий, голландский. А на охоту, уже когда приеду, там уже вы будете видеть плавленый сыр. Вот так. Сейчас немножко подкрепиться и все-таки схожу, наверное.
посмотрю, хоть для ориентира вообще что-то есть, нету. И чтобы уже понять, как будет, какой прогноз нас ожидает насчет осенней охоты. Вон там рябчик. Не видно вам, конечно. И мне не видно. В труднодоступном месте. Капец. Не вижу. Надо смотреть, он где-то здесь. Больше подходить никак. Блять, спрятался. А вон он. Попал. Я смотрел в этих деревьях, он, оказывается, подальше был. Нормально. Вот так вот. Все. Идем забираем. А вон он. Вижу.
Жарище, блин. Ну вот, ребят, добыл еще одного рябчика. Это сегодня уже получается третий. Шел, свистел, но не отозвался, ничего. Услышал звук крыла и птицу увидел, как садился на дерево. Потом уже начал подходить, потом вам все заснял, как происходило, как происходил подход и выстрел. Всем удачно. Он шустро бегал туда-сюда, потом на какое-то мгновение остановился и выстрел, и точно в цель. Так, ладно, с добычей нас. Начнем с малого. Где-то метров 500 уже я отошел от избы. Дальше не пойду. Хватит. Вообще, тут, видать, один рябчик только был, и все. Да и погода такая, штормит. Звук крыла я не слышу. Поблизости не свистят. Ладно, ребят, потихоньку буду возвращаться. Дальше уже другие охоты будут. Да и такой ветер, не хочется без собак идти. Я не слышу, даже и зверик, может быть. Я не услышу. Просто медведь на тебя придет, ты не услышишь. Не хочу рисковать. Поеду потихоньку обратно. Там вообще густо. Тайга, ничего не видно, блин. Тишина. Ну вот, ребят, я еще приготовил макароны с мяса цыпленка с консервами. Сейчас буду ужинать. Освещение сегодня такое настоящее, как должно быть в лесу, в охотничьих избах. Понятное дело, цивилизация, она лучше, но вот это дедовская лампа, романтика. Вкусно получилось. Еще чай надо налить.
Так, ну что. В общем, я вернулся с охоты. Больше ни одной рябчика я не услышал, не подлетал, ни звук крыла, ничего не было вообще. Потом вернулся в избу, убрал еще территорию граблями. Здесь вот возле окна много сена было. Все это сено я положил Тулану в будку. Он сейчас там кайфует, спит. Довольный. Нагулялся. Приготовил ужин. И все. День закончился. Посмотрим, что будет завтра. Завтра рано утром встану. Ну, где-то в 5 часов встану, не спеша. Здесь приготовим завтрак, что-нибудь покушаем. И снова в путь. Завтра буду ходить сперва по дороге. Пройдусь по дороге, не по тайге, а именно по дороге. Может, на дорогах что-нибудь увидим. Потом уже по лесу пойдем. Тоже по сырым местам. И, в общем, это вы уже завтра посмотрите. Чайник был в стороне на кирпиче, там немножко подостыл уже. Вот. Вообще не хотелось есть. А сейчас вот уже аппетит как бы появилась. Покушаю. Дрова занес. Сейчас еще подкину дрова. И я уже ложусь спать. Отдыхать надо. Так что давайте до завтра. Завтра посмотрим, какой будет день. Будем дальше снимать. Ходить, искать. В планах у нас, конечно же, добыть трофейного глухаря. Это будет тяжело, но мы не сдаемся. Будем искать. И рано или поздно все равно эта добыча у нас будет в рюкзаке. А когда это будет, вам только остается ждать, смотреть. И приятного вам просмотра в дальнейшем. А я отдыхать, ребят. Все. Хватит на сегодня. Пока. Сейчас я отужинаю и уже все. Выключаю все.